В Крыму простились с известным ученым, доктором филологических наук, общественной деятельницей Севилей Зидиновой. Она скончалась в Москве 20 мая на 79-м году жизни после болезни, не дожив до своего 80-летия всего лишь один день. По ее воле джаназе состоялась на родине. Проводить в последний путь Севилью Зидинову в мечети села Заланкой собрались десятки людей со всего Крыма. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Севилия Зидинова родилась 21 мая 1944 года на третий день депортации в душном товарном вагоне, который вез ее семью и весь народ в далекую ссылку в Среднюю Азию. В пути, а после в тяжелых условиях в ссылке ей удалось выжить. В Самарканде Севилия Ханым окончила школу, получила образование на филологическом отделении Самаркандского государственного университета, где позже преподавала французский язык. В 1968 году она связала свою жизнь с Абрией Зидиновым, доктором химических наук, профессором, почетным членом Академии наук Венгрии, Швеции, Финляндии, академиком Российской академии наук и Кембриджского университета. Будучи специалистом в области полупроводниковой техники, он всю свою жизнь был увлечен изучением восточных языков. В совершенстве знал родной язык. Сабрий Зидинов стал для нее не только спутником жизни, но и главным учителем, критиком, сподвигнул защитить кандидатскую диссертацию по крымско-татарскому языку. Она приехала из Самарканда, там у нее закончила университет самаркандский, потом серьезно занялась крымско-татарским языком, филологией, и вместе с мужем сделали все для того, чтобы она защитилась, много исследований в этой области. Короче, такая талантливая, хорошая, дружная семья. Истинные патриоты всю жизнь болели, стремились в Крым. В итоге все здесь оказались. Судьба всех приводит сюда. Семье Зидиновых удалось вернуться в Крым, в Ахьяр. Беззаветно любящие свой народ, на родине они искали пути возрождения крымско-татарского языка, культуры и искусства. Это были высокообразованные, высокоинтеллектуальные, грамотные люди. Сабри Османович мечтал создать в Севастополе центр по изучению культур народов Крыма. Когда, к сожалению, он скончался, причем скоропостижно, мне в голову пришла идея создать фонд возрождения крымско-татарской культуры имени профессора Изидинова. И тогда уже с Севилией Рифатовной мы обсуждали все темы. Направляла, она подсказывала языковые программы, она подсказала программы поиска людей. То есть это человек, который сумела, несмотря на то, что ей было очень тяжело после потери Сабри Османовича, она сумела взять себя в руки и делала все, чтобы оставить свой след у народа. Севиль Ханым была удивительным человеком. Знали ее с наилучшей стороны. В Москве она была очень инициативная. Все ее любили очень. Удивительная история. Родилась в вагоне по пути из Крыма в Среднюю Азию. А на свой юбилей, 80 лет, обратно в Крым. Только уже в таком положении. Севилия Ханым Зидинова была похоронена 23 мая на кладбище села Атаркой рядом с супругом.